Друзья, приветствую! Мониторя информационное поле, мы до сих пор периодически натыкаемся на некоторых предателей нашего народа, на отщепенцев, которые без стыда и совести в больших попахах до сих пор восседают в различных западных странах и не прекращают свои попытки дестабилизировать обстановку среди представителей нашей национальности, будь то в Чеченской Республике, в западных или в других зарубежных странах. Для них нет никакой разницы, поскольку они пропитаны огромной ненавистью и враждой ко всему чеченскому. Поэтому они подталкивают представителей нашего общества на участие в самоубийственных военных конфликтах, будь то на Украине, в Сирийской Арабской Республике. Они не могут смириться с тем, что чеченцы, где бы они ни находились, что мы живем, развиваемся, получаем образование, работу, получаем удовольствие от этой жизни. Это их нервирует и критически не устраивает, потому что они нас ненавидят. Мы вам периодически рассказываем о них. Сегодня решил в очередной раз провести такой краткий экскурс в современную историю и рассказать, что в различные этапы, на различных этапах нашей истории эти аферисты и бесхребетные существа, они проворачивали, провоцировали свои аферы в различных форматах, под различными лозунгами, под различным соусом, как говорится. Они ввергали, пытались всегда уничтожать наш народ и ввергали в какие-то конфликтные ситуации. Как мы знаем, в начале 90-х, в период так называемой независимой республики Ичкерия, в силу различных обстоятельств, в том числе и в масштабах Российской Федерации, мы помним, какая была обстановка в нашей стране, вот этим отщепенцам и бесхребетным существам им удалось прорваться к власти в так называемой республике Ичкерия, и они вот приступили к реализации своих планов по уничтожению нашего народа. Мы помним, что за время военных конфликтов у нас погибло около 300 тысяч человек, значит, десятки тысяч раненых, пропавших без вести. Значит, на данном этапе эти предатели и аферисты, они использовали грамотно, поскольку были и есть ведомы высококвалифицированными политтехнологами, они грамотно использовали аспекты межнациональных отношений, то есть разжигали межнациональную рознь, они натравливали различные группы людей по конфессиям, по национальностям, натравливали друг на друга. Они разыграли, надавливали на различные исторические мозоли нашего народа. То есть приложили максимум усилий, чтобы спровоцировать эти военные конфликты на территории Чеченской Республики. И мы помним, в каком состоянии, до какой кондиции был доведен наш народ, когда люди нищенствовали, голодали, когда страдали люди. Практически стоял вопрос, быть или не быть чеченскому народу. Мы помним многокилометровые очереди за куском хлеба, за гуманитарным сухпайком, поскольку у людей не было никаких средств для существования. Люди были вынуждены выживать. Зарплаты учителя, врачи никто не получал. Мы вам рассказывали про голодные обмороки в образовательных учреждениях. То есть люди были доведены до отчаяния, в то время, когда семьи и дети этих аферистов, которые сегодня в больших попахах призывают к различным агрессивным действиям, когда их семьи и дети, они благополучно в тот период и до сих пор проживали в зарубежных странах, в западных странах. Здесь они людей призывали идти на самоуничтожение, воевать, умирать с голоду. А их дети и члены семьи, они получали удовольствие от жизни, получали образование, работали и до сих пор продолжают это делать. В то время, когда здесь люди в нищете голодали, руководство так называемой республики Ичкерия, они получали огромные транши финансовых средств из федерального центра. У нас есть, мы вам транслировали, показывали, значит, документы тех годов за подписью тогдашних руководителей, вот, допустим, Масхадова и Черномырдина, председателя правительства Российской Федерации. Документы, которые подтверждают, что да, все министерства, ведомства, так называемой
Ичкерии, они финансировались профильными министерствами федеральными. Значит, данное соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Чеченской Республики Ичкерия, значит, предполагает выплату пенсий, пособий, заработной платы, выплату компенсации лицам, пострадавшим в результате военных конфликтов. То есть все социальные выплаты, льготы они получали, но все эти деньги они присваивали. Значит, верхушка этих отщепенцев, которые оказались во власти аферистическими путями, вот, они присваивали все эти деньги, они их очень быстро переводили и своим семьям для их благополучия. И в это же время параллельно мы видим, что народ, он голодал. Есть сотни часов видеохроники, есть чеченский народ, который прошел через все это. Мы знаем, какая обстановка царила у нас в регионе. А эти люди, предатели, в больших попахах сегодня, они присваивали эти деньги, они всегда ставили и преследовали только эти цели: страдания, горе, смерти среди нашего населения, поскольку у них, как мы отметили, вражда, ненависть к всему чеченскому. Периоды относительного спокойствия, например, между двумя военными конфликтами, когда был подписан договор о мире между Масхадовым и Ельциным в 1997 году, договор, который гласит навсегда отказаться от применения и угрозы применения силы при решении любых вопросов, то есть навсегда отказаться от методов войны при решении любых спорных вопросов. Этот документ подписал Масхадов и Ельцин. И наступил период относительного спокойствия в Чеченской Республике. И здесь мы в очередной раз помним, как это их нервировало, их не устраивало спокойствие в Чеченской Республике. Их не устраивало, что народ, наконец-то, жители республики даже там в ближайшей или дальнейшей перспективе смогут вздохнуть спокойно. И они предприняли попытку, значит, агрессивную вылазку на территорию Российской Федерации. Значит, мы помним, как они, в том числе и с международными террористами, которые здесь у нас орудовали, они вторглись в Дагестан, спровоцировали продолжение военного конфликта и дальше продолжили наслаждаться. Значит, мы помним их обещания людям, обещания о верблюжьем молоке из золотых краников и все такое. Люди кормились только их обещаниями, умирали с голоду, в нищете, в условиях военных действий. А вот семьи этих предателей, они как раз таки пили и верблюжье молоко, и из золотых краников, и из любых краников. Они счастливо проживали в комфортных для себя условиях, в среде, я всегда подчеркиваю, значит, и этим предателям, и членам их семей, им комфортно в этой среде, в среде западной идеологии, где нет никаких, значит, барьеров в плане духовно-нравственности, нет никаких, значит, барьеров для соблюдения религиозных ценностей, то есть полностью дистанцированные от традиций, обычаев, призывают выходить замуж за животных, за предметы. Вот это их среда, им спокойно, им комфортно в этой среде. Еще с тех времен их семьи там проживали и до сих пор живут. Значит, вергнув регион в хаос войны, значит, военный конфликт, эти предатели, они отсюда сбежали, оставив своих соратников, своих единомышленников, которые они обманным путем вели за собой, манипулировали ими, бросив их, бросив раненых своих товарищей, бросив членов семей своих соратников, бросив весь этот свой проект здесь в республике, оставив регион, значит, гореть в адском огне, эти предатели народа, они благополучно, надев различные платья различных цветов, значит, дали дёру из Чеченской Республики и бросили, значит. Потом этот проект Ичкерия, он благополучно был переформатирован, ликвидирован проект Ичкерия и создали так называемый Имарат Кавказ, создал Док Умаров.
Здесь надо подчеркнуть, что так называемая независимая республика Ичкерия, она не была ликвидирована ни Ахмад Хаджи Кадыровым, да Лазот Обалбайцем, ни главой республики нынешним, ни Рамзаном Ачем. Док Умаров ликвидировал, значит, созданием Имарата Кавказа. То есть здесь мы видим переход в другую формацию. Создали Имарат, потом присягнули на верность иблийскому государству, так называемому халифу. Здесь очень интересный момент. Хочу обратиться к тем, кто увидит это видео. Вспомните сами и спросите своих знакомых, помнят ли они имя этого популярного на тот момент халифа, преподносимого нам вот как будто вот долгожданного халифа для всех мусульман, что все обязаны присягнуть, стать под его флагом. То есть его позиционировали таким образом, позиционировали спецслужбы, поскольку он был их ставленником. Сегодня это все на поверхности, сегодня вся эта информация, она доступна, но на тот момент его таким образом нам преподнесли, сделали супер популярным. А сегодня уже через короткий отрезок времени, я уверен, многие даже не помнят имя этого халифа, под флагом которого, грубо говоря, погибли тысячи представителей нашей национальности и других национальностей. Кстати, его звали Абу Бакр Багдади, что ли, вот, многие уже забыли этого халифа. Это был очередной проект, очередной формат по уничтожению нашего народа, который был реализован этими врагами, предателями, отщепенцами, бесхребетными существами, которые до сих пор в больших попахах призывают представителей нашей национальности погибать. Они тысячи наших парней из зарубежных стран, по их призыву они отправлялись в Сирийскую арабскую республику и там погибали. Им не хватало, они не могут насытиться тем, что здесь в республике около 300 тысяч человек погибло. Только благодаря их аферам, только благодаря их корыстным целям. Они провернули здесь эту провокацию, ввергли регион в этот хаос военного конфликта. Потом переформатировали эту Ичкерию, создали Имарат Кавказ, опять погибали, опять призывались наши молодые люди, манипулировали общественным мнением. Потом под эгидой ИГИЛ опять подталкивали людей погибать там. И сегодня в очередной раз уже следующий формат, следующий проект. И эти люди, они без стыда совести, как мы отмечаем, вместо того, чтобы закопать голову в песок, как мы говорим, вместо того, чтобы пытаться скрыться от всех, там, не знаю, людей на этой земле в силу своей предыстории, в силу своих предательств, своего аферизма, вместо всего этого эти люди без стыда и совести врут, как дышат, как говорится. И до сих пор призывают, значит, людей, вот, мол, надо нам выступить под эгидой западной идеологии, под флагом западных стран, значит, под флагом тех стран, которые пропагандируют осквернение священных писаний, которые оскорбляют наших любимых пророков, которые не признают никакие традиции, обычаи, религию. Вот под флагами этих стран до сих пор призывают наших молодых людей, представителей нашей национальности, погибать. Поскольку, как мы отметили в самом начале, им нет разницы, какой формат, в каком периоде, под каким соусом подавать, лишь бы представители нашей республики, они гибли, лишь бы матеря страдали, поскольку у них вот на генном уровне, может быть, они вот пропитаны этой ненавистью, враждой. Они не могут смириться, как мы отметили. Они не хотят, чтобы мы жили в мире, спокойствии. Кстати говоря, вот все эти соглашения между министерствами, между каждым министерством так называемой республики Ичкерия, с федеральным министерством, в рамках которых они финансировали, выделяли деньги. Но здесь в республике мы все помним, хвала Всевышнему, мы помним, какая царила обстановка. Так что, друзья, мы не должны доверять, нами всегда манипулировали в различные этапы истории, всегда чеченский народ, он был использован, всегда нас подвергали, значит, различным испытаниям, на нас ставили всевозможные эксперименты, потому что у нас не было
единой концепции, как говорится, не было дорожной карты, не было пути до тех пор, пока этот путь для нас не был проложен нашим национальным лидером, нашим первым президентом Ахмад Хаджи Кадыровым. Сейчас у нас есть этот вектор, сейчас у нас есть эта концепция, у нас есть, хвала Всевышнему, командир, за которым мы идем, и который никогда не даст нас в обиду, ни одного представителя нашей республики не даст в обиду. Это Рамзан Ахматович Кадыров, конечно же. Это люди, которые смогли поменять ход истории. Ахмад Хаджи Кадыров смог поменять ход истории. Он смог перевести республику, вытащить из этого хаоса, из этого беспредела и направить по пути созидательного развития. Мы помним, в каком состоянии республику возглавил Ахмад Хаджи Кадыров, когда эти отщепенцы, эти предатели народа, они здесь без суда и следствия расстреливали людей. Мы очевидцы всего этого. Расстреливали людей на улицах городов и сел, похищали людей. Мы никогда не могли предположить даже, никогда в истории мы не могли даже предположить, что чеченец будет похищать чеченца и требовать за него выкуп. Но все это происходило с легкой руки вот этих вот отщепенцев, которые сегодня в этих попахах до сих пор, не стыдясь, без чести, без достоинства, это все для них не присуще, продолжают провозглашать какие-то лозунги. Так что, друзья, мы не будем доверять этим предателям, мы будем идти по пути нашего национального лидера. Я нам всем желаю только счастья, здоровья, чтобы отстаивать наши национальные интересы и благополучие. Махквай. Вайма та'аля арсуна, вайхитях бьюч дальше, вайком мостхайбу, вайком ямат хвайбу, ахкахар нохчак ам, вайн махакар в 90 годах. Тэмш болханю, вайхар ам, тэм, цэриу аквастинда, эзельнишка, вайком, ويباخر خوي وماخر ويباخر خوي باللي خوي تأخ وياخد وقت عيبش أيام يقود الله دين إجعليش إشيد إجعليش تأخ وياخد عيبش إجيل سزدك تيجي ميش حات وان بالشي أوكرانيا بالشي ميش حات بالشي زابد يا بلاه وصح بلاه نوخش أم دلر بيان تأخ ويقوم أنت بلر بيان كثير هذا داشات وين خوشتو سير دوزوش سير تشور سير جرجنا صنعت أنت يحسهول سير تشور جرجنا نوشي شوات أنت يحسبله شيء خيش وش حاوش لعبة شيء ديش دوش بلش بيشينا سير دوزول تاق سير يحسبله أوكرانيا يحسبله يلير بس سمعت سابش بوتر بس هم ده الجيش يامرت بحاجة شو صارنا نوشي قام إرسيت صدق شنات ها رزنساس تانا إتشينتير كوين مخروش كوين بوق ماخ بولشتاقة دوق دوزل دولش ويقوم يقع بيز كوي بوينس كوينا موهن دوزر درا داقة شين بيعيو خشيش يل وحق يوتشس حقوط الغين مشتغن واقع وشنا ريانسا سارس عمي وشدر هدرا الموضوعها وي ليل وردات وي دا الموضوع عامد حاجينية قيادة الله بخوب بالوالسن رمزان عجين بيعا ختنا إرسي ديها دو أخمات سيلا الله أكبر.